11 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,52 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,25-87 до 10,26 сомони. 1 евро от 10,52-66 до 10,55 сомони, 1 российский рубль от 0,1646 до 0,1670 сомони. Стоимость золота в четверг снижается, и рынки реагируют на данное замедление роста потребительских цен в США и составляет $1801 за тройскую унцию. Мировые цены также в четверг утром несколько снижаются на новостях о достижении запасов этого сырья в США рекорда года. Нефть марки Brent находится на уровне $97.03 за баррель, марки ВТИ на уровне $91.55 за баррель. Министерством транспорта разработан проект программы развития электротранспорта в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы и направлен в соответствующее министерство и ведомство для рассмотрения. Их предложения в проект будут рассмотрены межведомственной консультативной комиссией в сфере автомобильного транспорта. Затем проект вносится в правительство страны для рассмотрения и утверждения. По словам министра транспорта страны Азима Ибрахима, основной целью документа является создание на базе машиностроительной отрасли нового направления развития экономики. Это производство электромобилей, создание благоприятных условий для увеличения использования электромобилей и расширения инфраструктуры электротранспорта и снижения воздействия на окружающую среду. Также, по словам министра, Таджикистан является одной из стран СНГ, производящих экологически чистую и дешевую электроэнергию. В связи с этим использование электромобилей в стране более целесообразно и эффективно во всех отношениях, особенно в период роста цен на топливо, который в прошлом году негативно сказался на всех секторах. Использование электромобилей не только экономически выгодно, но и экологически, что снижает зависимость страны от ряда импортных товаров. На основании этих изменений рассмотрены поправки в налоговый кодекс страны, которые освободят ввоз электромобилей от таможенных пошлин. Планируется, что на основании этих изменений ввоз электромобилей, электробусов, троллейбусов и им подобных транспортных средств будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет. Ввозимые в Таджикистан электромобили также будут освобождены от уплаты налогов, НДС и акциза. Международный инвестиционный форум «Памир-Инвест-2022» состоится 17 августа в административном центре города Бадахшанской автономной области в городе Харок, сообщает об этом Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан. В сообщении говорится, что мероприятие планируется провести широким участием иностранных инвесторов, международных организаций, партнеров по развитию и представителей министерств и ведомств. Отмечается, что такие мероприятия проводятся на Памире периодически с 2011 года, и за последние годы они участились. При этом транспортное сообщение, которое играет ключевую роль для привлечения инвестиций между этой автономной областью и остальной частью Таджикистана, за последние 10 лет существенно ухудшилось. Если, к примеру, в 10-е годы осуществлялись авиарейсы по маршруту Душанбе и Харок-Душанбе, то с началом 20-х годов полеты по этому направлению приостановили. Кроме того, единственная автодорога, соединяющая Кбау с западной частью Таджикистана, остается на территории области в полуразрушенном состоянии. Состояние дороги Душанбе-Харок на территории Кбау ухудшилось естественным образом, а ее реабилитация откладывается уже с 2015 года. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завхиз Одай и директор Германского банка развития в Центральной Азии Андрей Шнайдер 10 августа в ходе встречи в Душанбе пришли к соглашению о привлечении грантов на развитие регионов, инфраструктуры и снижение негативных последствий изменения климата в стране. Об этом сообщает пресс-центр Минэкономразвития. Одним из значимых результатов сотрудничества с банком является подписание дополнительного соглашения о предоставлении грантов и реализации проекта строительства ГЭС «Взор» в Горно-Бадахшанской автономной области на сумму в 17,4 миллиона евро.
В целом для проекта строительства ГЭС Сибзор партнерами по развитию выделено 70 миллионов евро. Стороны обменялись мнениями по поводу ГЭС Таджикистан, которая была открыта в сентябре 2018 года в Мургабском районе ГБАО, и Германский банк развития выделил на реконструкцию ГЭС Таджикистана 7,4 миллиона евро. Также в целях улучшения ситуации и снижения риска стихийных бедствий в окрестностях ГЭС Таджикистан Мургабского района ГБАО 5 октября 2021 года было подписано второе соглашение о дополнительном финансировании на сумму в 816 тысяч евро. Кроме того, стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества в области реализации цифровой и зеленой экономики в Республике Таджикистан.